В Якутии продолжается обсуждение законопроекта о развитии сельского хозяйства в республике. На сегодняшний день свои заключения предоставили более 20 министерств и ведомств региона. А сегодня в Якутске в обсуждении законопроекта участие смогли принять горожане. С подробностями Александр Лысак. Работа над законом о развитии сельского хозяйства в Якутии началась еще 2 года назад по поручению руководителя региона Егора Борисова. В августе 2014-го законопроект внесли на рассмотрение главы Якутии. Однако документ не подчеркивал климатические и территориальные особенности республики и был отправлен на доработку. Егор Борисов тогда распорядился, чтобы будущий закон прошел всестороннее обсуждение. Предложения разные. Я тогда обратился к людям, к народу, чтобы этот закон был обсужден очень конструктивно. Обратился ко всем политическим партиям республики, региональным отделениям. Участвуйте. Я в своей оппозиции, так называемой, тоже обратился. Участвуйте. Любое конструктивное предложение будет услышано и принято. Заключение касательно закона о развитии сельского хозяйства уже предоставили 23 министерства. Также прислано более 60 протоколов обсуждений из муниципальных образований. Общественные слушания продолжаются до сих пор. Сегодня в Якутске представители республиканского Минсельхоза готовы были ответить на вопросы всех желающих. Жаль, что жители столицы не откликнулись на обсуждение важного для всех якутян закона. Присутствующих можно было посчитать на пальцах одной руки. Несмотря на это, обсуждение состоялось. Как было отмечено, в документе 27 статей, а основных целей – 3. Первая цель – это поддержка сельхозпроизводства с учетом, опять же, особенностей ведения сельского хозяйства в условиях Республики Саха-Якутия. Вторая цель – это улучшение условий проживания и труда сельского населения республики через развитие инфраструктуры сельских территорий и модернизацию сельского хозяйства. Третья цель – это повышение уровня обеспечения населения республики продукции сельского хозяйства, именно местного производства. Республиканский закон не является точной копией федерального. Его задача – это комплексный подход, который коснется всех заинтересованных сторон. У нас в первых статьях отражены те образ жизни, который относится в условиях Крайнего Севера. Мы должны это все учитывать. Все-таки мы сегодня не должны равняться с другими регионами. Наши условия проживания, условия Крайнего Севера, это сегодня должно быть отражено в данном законопроекте. Сейчас сельское хозяйство нужно вывести на новый уровень. Об этом говорят все – и общественники, и муниципалитеты, и руководство республики. Ведь в трудные 90-е, когда страна была на грани пропасти, Якутия стала одним из немногих регионов, где удалось сохранить сельское хозяйство. Сельское хозяйство само по себе существует. Мы населенные пункты, которые есть в сельской местности, не сократили при всех сложностях. Если мы поедем по центральным областям и краям Российской Федерации, то мы увидим, там десятки, тысячи поселков закрыто. Этого у нас не произошло. Но при этом очень сложно жить и иметь доходы в сельской местности. По словам Егора Борисова, после общественного обсуждения закона, предварительно в ноябре этого года, его внесут на рассмотрение в Государственное собрание. Как отметил глава Якутии, сегодня пришло время выработать правила игры, по которым мы все будем дальше развивать сельское хозяйство. Александр Лысак, НВК «Саха», Якутск.